автономия была ликвидирована. И, собственно говоря, можно было все это решать. Но здесь что потом произошло? Умер Рузвельт, а Сталин с Трумэном не очень хорошо дружил. И вот вопрос этот, так он вроде бы затих. Но Сталин чувствует, что все же надо рассчитаться с еврейским народом. Он начал ставить вопрос о создании Израиля, о создании. Он был именно инициатором создания Израиля. Он помогал через Болгарию оружием израильским повстанцам, потому что там те земли были колонии Англии, Англия противилась этому, а Сталин помогал евреям. И, кстати, он первым, и когда было создано израильское государство, он туда первым, в общем-то, Советский Союз первым признал это государство. И вот сейчас, анализируя, что же произошло с Крымом, вы посмотрите, какие игры были. Америка, когда Сталин почему отказался? Потому что сразу после войны, после смерти Рузвельта, сюда направили письма, в которых прямо указывалось, что выведите из Севастополя флот. И когда Сталин понял, что здесь будет не Калифорния, а под видом Калифорнии американцы хотят ввести флот в Севастополь, а здесь создать базу, он закрыл эту тему. И что получается? Посмотрите, американцы использовали евреев как ключ к дверям, хотели использовать как ключ к дверям Крыма. А Сталин использовал этот ключ еврейский к сейфам очень богатых людей. Срок выплаты вот этих долгов, а это очень большая сумма, был в 1954 году. Российская Федерация, с которой были заключены эти договора, должна была выплатить этот долг в 1954 году. Хрущев сделал ход, чтобы не выплачивать Российской Федерации. Российская Федерация сделала подарок Украине, так Крым стал украинским. И теперь Украина не может выплачивать, потому что у нее не было никаких договоров, и, в общем, эти деньги так кинули, если будем говорить. Вы знаете, вот весь этот проект закончился очень плачевно. Особенно плачевно и для татар, и для евреев. Всех инициаторов этого проекта расстреляли, всех противников этого проекта расстреляли. Сталин даже затаил обиду большую. Уже перед самой смертью, если, может быть, вы знаете, он начал проект, который назывался «Белый лебедь». 12 пароходов с колючей проволокой были отправлены на север. Там должны были готовить лагеря для евреев. И вот только смерть Сталина спасла еврейский народ от такой же судьбы, какую испытали крымские татары. Это был бы для них новый Холокост. Есть вопросы?